В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Лучшие в стране. Я горд за нашу страну, за наш народ. И мы, как сказал Семенович, что мы победим дома. Мы большая одна семья дома. Российский университет спецназа с инспекцией посетил Рамзан Кадыров вместе с федеральными чиновниками. Впечатления и оценки узнаем в этом выпуске. Прекрасная Сунна. Мы оказываем всестороннюю помощь и поддержку местным жителям. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова провел очередную гуманитарную акцию в зоне проведения СВО. Ассортимент продовольствия и кто получил. Покоренные сердца. Для них это большая поддержка, моральная, духовная. И они ищут в этом спасение, они ищут в этом прекрасное. Известная поэтесса и чтец Анна Егоян декламировала стихи в Грозном. Смог ли кто-нибудь устоять перед ее чарующим голосом и чувственным исполнением? Центры подготовки бойцов по аналогии с Российским университетом спецназа в Гудеримесе планируется создать по всей стране. С таким обращением к главе государства обратились первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, вице-премьер правительства Юрий Трутнев по итогу инспекции РУСа. Какую оценку дали федеральные чиновники возможностям и потенциалу центра в материале Лейлы Муртазовой? Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с официальными лицами региона встретил первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко, вице-премьера правительства Российской Федерации, полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и советника главы МЧС России Даниила Мартынова. Первым делом гости посетили могилу героя России Ахмата Хаджи Кадырова и почтили его память. Сергей Владиленович отметил заслуги Ахмата Хаджи, который ценой своей жизни отстоял мир на чеченской земле. Для нас большая честь почтить память Ахмата Хаджи Кадырова. Он герой не только для Чеченской Республики, он герой для всей России. Я давно не был в Грозном. Последний раз, когда я был в Грозном, мы встречались как раз с Ахмат Хаджи Абдулхакимовичем здесь. Сегодня это другой город, это другая республика, и это его заслуга. Он отдал за это жизнь, но то, во что он верил, сделано, он этого добился. И для нас было очень важно побывать сегодня на его могиле и отдать дань уважения и ему, и тому, что он сумел сделать. Вечная память. Председатель Совета алимов Республик СКФО Хожа Ахмед Хаджи Кадыров тепло поприветствовал гостей и поблагодарил их за визит, добавив, что Рамзан Кадыров следует пути своего отца и успешно продолжает его великое дело. У нас, чеченцев, такая поговорка: только те, кто достоин уважения людей, может уважать достойного человека, ибо только он знает, кто он такой. Вы сегодня имеете счастье видеть те преобразования, воплощения мечты и чаяния, помыслы нашего лидера Ахмата Хаджи. В ходе рабочего визита федеральные чиновники посетили и Российский университет спецназа, где также проходит обучение бойцы добровольческого отряда Российского союза боевых искусств из 17 субъектов России для последующей отправки в зону проведения специальной военной операции. Это известные мастера боевых искусств и спортивных единоборств. К слову, Юрий Трутнев и Сергей Кириенко являются сопредседателями данного отряда. В высший совет организации входит и Даниил Мартынов. На данный момент обучение проходит 100 человек. Занятия у них начались 5 декабря. На сегодняшний день бойцы прошли следующие виды подготовки: тактика специальная, огневая, связь и инженерное дело. Гости прибыли на площадку, где проходит тактическая стрельба и засадные мероприятия.
Участники боевых действий в зоне специальной военной операции не обходятся без квадрокоптеров, которые помогают командирам во время боя. Летая над полями сражений, они передают в штаб оперативную информацию о ходе столкновения, благодаря чему в командном пункте могут принимать более быстрые и взвешенные решения. Тактика действий группы: они занимают позиции, поверху идет двойка, внутри в самом окопе идет двойка, движется. И двое прикрывают сверху стрельбу, ведут, и следующий бросает гранату. И после броска гранаты идет уже на досмотр угла очередного. Далее гости направились в тактический городок. Попадание в засаду в боевых действиях – это довольно опасная ситуация. Набранный опыт позволит добровольцам понести минимальные потери и уничтожить противника. Насколько урок усвоен, бойцы показали на примере. Чиновники встретились с опытным руководящим составом, увидели стрелковую площадку и вооружение, используемое при обучении. Также задействован эффективный военный инвентарь. Один из таких называется «Неваляшка». Неваляшка. Да, моя любимая есть мишень «Неваляшка». Она переворачивается, такая сложная мишень, многим командам подпортила нервов, настроение. Да. В финале, когда у нас идет дуэль, неваляшка, она переворачивается. У нас упражнение нужно со стола, чтобы она скатилась. Она переворачивается и отъезжает дальше. Сколько попаданий там? Ну там нужно 6-7. Да. А как бывает, что 20 раз стреляешь, но он все равно он не попадает. Она может развернуться боком, так, ее да. никак не... То есть очень сложно попасть. Но это вот как бы кому повезет, кому не повезет. Целая команда может проиграть из-за этого решения. Полностью они первым могут быть, вот зашли до этого, ба-ба-ба-ба-ба, стреляют там и проигрывают. Хотите попробовать? А лежит она как? Все равно ее как не поставить. Да, она переворачивается. То есть она лежит? Да, и вот ты попадаешь, она отъезжает опять. Отъезжает. Вот. Вот так, Бывает так, что вот так вот можно встать. вот так. Интересная штука. Да. И все, надо искать там какое-то положение, там, видеть, что вы там. Хорошая. Ну очень хорош. То есть ее можно как просто вот там, допустим, просто вот бросаешь в качестве тренировки использовать очень широко. 2 можно, 3, несколько штук. Ну, здорово. Она хорошо. И ружье тоже можно не тренировать. Бойцы готовы как физически, так и морально. Артем Жуков является руководителем регионального отделения Московской области по стилевому карате. В этом спорте с 14 лет. После того, как пришло предложение вступить в добровольческие ряды от Российского союза боевых искусств, принял его, не раздумывая, и рад, что может внести свой вклад в защиту страны. Цель моего участия в специальной операции – это именно защитить наш народ от тех, кто посягает на нашу родину, и избавиться от наследия фашизма. Отряд получил полное материальное техническое оснащение, куда вошли военная техника, защитная экипировка, квадрокоптеры, средства связи и радиоэлектронной борьбы, отвечающие современным требованиям ведения боевых действий. А у ухода в аэродинамический комплекс Good Sky высокопоставленных лиц встречают инструкторы воздушных дисциплин. Это один из крупнейших центров парашютной подготовки, является самой безопасной программой обучения практически любого желающего. Труба, которая отвечает всем международным требованиям, стандартам. И здесь одновременно в этой трубе могут летать 8 человек. Без потери мощности, без всего. Кроме того, что это как спортивный объект, также мы работаем в нем с точки зрения подготовки специальных подразделений. Очень важно подготовить парашютистов. То есть парашютисты как бы это одна тематика, а военный специалист, военный парашютист это совсем другая история. Потому что, как правило, они прыгают ночью, они прыгают с большой количеством экипировки, оружием, рюкзаки с собой. И когда готовишь военного специалиста без аэродинамической трубы, это очень дорого. Ну это там, сколько взлетов самолета нужно, сколько нужно сделать прыжков. А в аэротрубе ты заходишь, прицепляешь себя, поток воздуха включаешь и, соответственно, тренируешься. КПД повышается в разы. Мы обучили ребят, летающую группу, Данила Смешно, с ним ездил по всему миру. Они там, их бросали 5 километров до От точки? От точки, да. И давали им координаты. В воздухе прям? Прямо в воздухе, координаты. Они прямо приземлялись, все, позиции занимали полностью.
Есть у нас такие отряды, которые... Костюм крыло или все-таки на На крыле. На крыле парашюта. Да. Они длиннолеты, и можно большие расстояния проходить. Вот, допустим, вот группа, вот Байбетер, например, тоже, когда входил в парашютную группу, они сдавали экзамен Рамзану Ахматовичу. Мы их не знали, куда должны были приземлиться. То есть они высадились за городом Грозным на высоте там свыше 4000 метров. И в полете, когда они высадились, я им дал координаты, куда им нужно прилететь. У них планшет перед собой, они забили точку, ну и летят. А мы с Рамзаном Ахматовичем, я его как раз пригласил в резиденцию, говорю, давайте поднимемся на крышу резиденции, чтобы посмотреть. Он говорит, а что такое? Я говорю, ну парашютисты сейчас наш экзамен сдают, и точка приземления вот прямо перед вашей резиденцией, прямо вот на площадке. Он говорит, ну ты не рискуешь, типа, ну риск большой, а если вдруг что-то не так будет? Я говорю, значит не сдадут. Это все там, они должны там... А у них между собой ларингофоны такие, и они между собой разговаривают. Когда они поняли, что площадка приземления где-то в центре города, я слышу у них паника между собой, ну в воздухе. И может быть что-то координаты не те, может быть что-то не то. А командир говорит, нет, все то, давайте лететь, куда командир сказал. И они уже подлетают, понимают, что это резиденция. И они в шоке, понимают, то, не то перепутали, не перепутали. И думали, сейчас автоматчики начнут снимать. Хорошо дали команду, никто их не тронул. Прямо приземлились. Все приземлились, сели, да, точно в точку. И Рамзан Ахматович сказал, я помню его слова, так ко мне в гости еще никто не приходил. Нежданные гости там прилетели прямо. Гости побеседовали с бойцами, поинтересовались, что им необходимо для несения службы, а также добровольцы задали волнующие их вопросы. Далее чиновники ответили и журналистам. Так как все внимание приковано к специальной военной операции, корреспондентов интересовала именно эта тема. То, что сегодня люди разных национальностей, разного вероисповедания, и русские, и чеченцы, и якуты, и башкиры, люди разных национальностей нашей большой страны в одних окопах защищают одну единую родину, родину России. Люди разного вероисповедания, на разных языках, к разным богам, но молитва за одно и то же, за одну большую общую победу. И это крайне важно, именно это гарантия того, что мы победим. И я хочу сказать большое спасибо всем, кто вносит в это свой вклад. Ну, а то, что сегодня создана целая система подготовки, то, что ребята могут идти на фронт, пройдя хорошую подготовку, вот мы сегодня прошли, посмотрели, Российский университет спецназа – это действительно высокопрофессиональная, очень хорошо организованная система качественной подготовки. Ну, уникально, я такого еще не видел, это уникальный центр подготовки. И то, что ребята, в том числе добровольцы Российского союза боевых искусств, в течение месяца здесь смогли пройти подготовку, это очень важно. Поэтому хочу всем организаторам, Рамзану Ахматовичу хочу за это спасибо сказать, организаторам Российского университета спецназа, потому что понимаю, что не только вот ребята, с которыми мы сейчас встречались, добровольцы Российского союза боевых искусств, здесь каждую неделю ребята, прошедшие подготовку, уходят сегодня на фронт и очень достойно воюют. И за это низкий поклон и большое спасибо. Более 8000 добровольцев прошли подготовку в Руси и отправились в зону специальной военной операции. Они участвуют в самых горячих боевых точках, что говорит об эффективности их обучения. Рамзан Ахматович, есть ощущение, что РУС построили для обучения добровольцев. Это совпадение? Это хороший вопрос, но если вот так посмотреть, но издалека, то мы прошли две военные кампании, и мы знали, что нужно для Российской Федерации. Поэтому начали строить центр РУС. И так это совпадение, хорошее совпадение. Поэтому мы очень довольны, что мы можем сегодня помогать через центр нашим военным
с МВД, Росгвардии, всем структурам. Да. Отсюда уходит, да, помогают всем структурам. Да. Добровольцы, да, великой страны, да, патриоты, настоящие мужчины. Да. Прямо очередь у нас, очередь. Да, и сейчас каждый день, да, я разговаривал просто, он каждый день ежедневно, да, приезжает, да, по 50-40 человек, по 15-20 человек, каждый день приезжают и звонят, да, каждый, да, день очередь, да, вот когда нам можно приехать. Вот столько у нас патриотов, да, вот, я горд за нашу страну, за наш народ. Да. И мы, как сказал Семенович, что мы победим. Да. Мы большая одна семья. Да. Вот когда приходит беда, мы объединяемся, да, и становимся единый кулак. И врагу, да, будь он НАТО, да, Евросоюз, да, США, да, им не победить. Да. Никогда не побеждали, да, и не победят, да, иншаллах. Да. И это однозначно, будь у них что угодно. Да. Вот нас пугают какими-то оружиями. Да. Нельзя, да, напугать. Да. Это всего лишь оружие. Да. Одну точку он берет, да. Не всю Россию там. Поэтому зачем там пугать людей? Да. Мы люди военные, мы видели, как, да, что он делает, да, и видим. Поэтому да, мы 100% победим. Юрий Петрович также высоко оценил деятельность подготовительного центра. Рамзан Ахматович, наверное, сказал самые важные слова. Мы должны победить как можно быстрее, и заплатив при этом самую минимальную цену. Поэтому мы обратились с Сергеем Владимировичем к Владимиру Владимировичу Путину с предложением создать центр подготовки, чтобы сделать нашу страну сильнее, чтобы подготовить ребят. Вот здесь, в Гудермесе, такая работа уже проведена. Она проведена профессионально. И сегодня Гудермес стал центром обучения не только для Чечни, но и для значительной части Российской Федерации. Мы вместе будем эту работу продолжать, будем создавать центры в других территориях. И задача центров очень простая, чтобы наша страна становилась сильнее, и мы как можно быстрее победили. У нас в состав президиума Российского союза боевых искусств вошел Даниил Васильевич Мартынов, который, собственно, является одним из основателей Центра подготовки в Гудермесе. Мы вместе будем делать так, чтобы наши центры были лучшими, а самое главное, чтобы лучшими были наши ребята. В завершение насыщенного рабочего визита глава региона проводил гостей. Еще раз поблагодарил за приезд, внимание и поддержку. Заверил, что впереди их ждут еще много встреч, направленных на благо государства. Лейла Муртазова, Шейх Мансур Умалатов, Саид Селим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». В 2 интернатах для детей с особенностями развития в Запорожской области прошла очередная гуманитарная акция от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Также малоимущие семьи получили продуктовые наборы. Мадина Нусалчиева с подробностями. Региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова в специальной военной операции сыграл немаловажную роль. С начала ее проведения на территории Украины по поручению руководителя фонда Аймани Несиевны отправлено более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи. Очередная такая благотворительная акция прошла в Запорожской области. Помощь в преддверии Нового года получили 2 интерната с особенными детьми. По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова передали продукты и одежду бойцы 96-го полка специального назначения. В набор входит картофель, лук, масло и различные фрукты. Также каждый из воспитанников получил спортивную форму с логотипом чеченского бренда «Ахмат». Мы наладили взаимодействие, мы оказываем всестороннюю помощь и поддержку местным жителям и намерены систематически повторять подобные благотворительные акции. Помимо этого, продуктовую помощь получили 100 малоимущих семей области. Общий вес всего груза составил почти 2 тонны. Такие акции в зоне проведения специальной военной операции проводятся регулярно. И, по словам военнослужащих, принимающих в ней участие, это существенно облегчает трудное положение. Мадина Нусалчиева, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Условия выплаты закята, как рассчитать его размер для владельцев бизнеса, а также смысл религиозного налога в исламе. Эти и другие вопросы были рассмотрены на семинаре, прошедшем на базе Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова.
По словам организаторов, для любого мусульманина важно знать, что закят – это один из столпов нашей религии и обязательная годовая выплата в пользу малоимущих. Для тех же, кто занимается предпринимательской деятельностью, данная информация является полезной. Закат – это, как мы знаем, основа или одна из столпов ислама, и она относится именно с финансовой стороны к исламским социальным финансам, что является частью или сферой исламских финансов. А исламские финансы наряду с исламским банкингом являются одним из сегментов исламской экономики. И вот с такой целью мы уже в третий раз проводим данное мероприятие. Также мы проводили ранее такие же семинары по введению в исламскую экономику и финансы однодневные. Новогодний утренник традиционно провели в столичном детском саду «Дики». На тематическом мероприятии воспитанники представили яркую программу, исполнили номера, передающие волшебную атмосферу праздника. Медина Мударова продолжит тему. В преддверии новогоднего праздника в детском саду «Дики» царит праздничная атмосфера. Все украшено в новогодних мотивах, везде снежинки и гирлянды. Ну а дети пришли нарядные и веселые. Для ребенка Новый год – это самое волшебное, долгожданное событие, которого они долго ждут. Каждый раз новые костюмы и сценарии. На этот раз дошколята сразу же окунулись в сказочный мир, где их встретил Дед Мороз. Но неожиданно веселье нарушили Баба Яга с Волком. Это же волшебный посох Деда Мороза! Ну посох? И что? Мне-то какая разница? Ты что, Сер? Да с этим посохом мы таких дел натворить можем! Дети поспешили вернуть Дедушку Мороза. На пути им встретилось множество сказочных героев. Одна из них – Клякса, которая решила заполучить посох. Посох мой верните, иначе я сейчас всех лесных жителей поссорю между собой! Ветры буйные летите, лесных злодеев подхватите, завьюжьте, закружите, прочь отсюда унесите. Наконец-то ребята смогли помочь Деду Морозу, и они все вместе исполнили победный танец. Детки продолжили веселиться с Дедом Морозом, Снегурочкой, Бабой Ягой и Волком. Они с увлечением рассказывали стихи о зиме, вместе со сказочными героями пели, танцевали и участвовали в веселых играх и хороводах. Среди них внуки первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджикадырова, Хасан и Хусейн Кадырова. Затем дошколята все вместе исполнили новогоднюю песню. Танец, который заворожил всех без исключения. Девочки в воздушных платьях с яркими гирляндами наполнили весь зал волшебством. Ну и какой же праздник без зажигательной лезгинки? Хасан и Хусейн Кадыровы продемонстрировали превосходные движения. В завершении праздника все получили новогодние подарки от регионального общественного фонда имени Ахмата Хаджикадырова и чудесное настроение. Утренник детям очень понравился и вызвал море радости и эмоций. А я люблю все время Новый год у нас было. Я всем желаю счастья на Новый год. И также Новый год красивый. И я люблю снег смотреть и играть в снежинки. Всем желаю Новый год, счастья и здоровья. Мне сегодня понравилось Дед Мороз, Снегурочку и Зайчик, потому что елка там красиво светит и красивый день у нас. Дед Мороз нам всем подарил подарки и очень было круто. Этот день был очень крутой. Самый лучший подарок для родителей на Новый год – это видеть счастливые глаза детей. Работникам детского сада удалось осчастливить их. Медина Мударова, Седамин Мусаев, Магомед Бараханов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика».
Благотворительная акция, запущенная министром культуры Айшат Кадыровой «Дари добро», продолжается. На этот раз в ней принял участие мэр Грозного Хасмагомед Кадыров и ректор ЧГУ имени Ахмата Хаджи Кадырова Заурбек Саидов. Они посетили дом моды «Фирдаус» и приобрели понравившиеся новогодние игрушки. Средства, вырученные из их продажи, направят на помощь семьям бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Borshariyash aktsiyu dari dobro eltaqisht xalboq chantsongsh bershanda emnimani yashtak hoqsharaq astan boy spetsoperatsiya bolchan bershana odirdu elniyatto shadabolin bolbu taka etsbershi samu adol taka bosh bolchna khana khaz igrushku mayoch samu dolcin derson sayzara ist mayre belwashi zaraq maser zaraq delres folala aishatina taka hoqi ada millat wa maqwashana. В Грозном театральная команда режиссеров, художников, балетмейстера из регионов России создали уникальную постановку «Щелкунчик». Ее особенность – сочетание классической мировой культуры с национальной. Посетила ее и министр культуры Айшат Кадырова, по инициативе которой и состоялась постановка. Про историю самопожертвования во имя любви, взросления души и стойкости человеческого духа расскажет Адам Магомедов. Несмотря на то, что Амирхан Шамсудинов в актерском ремесле уже 6 лет, он продолжает развиваться и пробовать новые роли. «Щелкунчик» для него стал интересным опытом, ведь раньше романтических героев он не играл. Вникали в материал, слушали музыку Чайковского, работали над пластикой. Хороший опыт, хороший режиссер, все профессионалы. До начала премьеры спектакля «Щелкунчик» осталось несколько минут. Зал собирается, актеры наносят грим, а музыканты готовят инструменты. Музыкальное сопровождение спектакля будет на самом высоком уровне. Чеченская государственная филармония имени Аднана Шахбулатова исполнит 12 известных композиций из балета «Щелкунчик». Это поможет зрителю еще глубже погрузиться в происходящее на сцене. Руководит оркестром известный дирижер Валерий Хлебников, и под всем знакомую мелодию на сцену выходят актеры в уникальных специально сшитых нарядах театрального художника по костюмам из Санкт-Петербурга вместе с модным домом «Фирдаус». В основе спектакля лежит сюжет сказки немецкого писателя Гофмана, сопровождаемый музыкой мирового классика. По сценарию главную героиню по имени Мари накануне Рождества переносит в мир детских игрушек, где злому мышиному королю противостоит храбрый и отважный Щелкунчик, в которого и влюбляется девочка. Идейным вдохновителем спектакля является министр культуры региона Айшат Кадырова. Она собрала профессиональную команду режиссеров, художников, балетмейстера, лауреатов престижных театральных российских премий из Грозного, Санкт-Петербурга, Москвы и Хабаровска. В постановке были использованы современные технологии. Его особенностью также является сочетание классической мировой культуры с национальной. Впервые в истории известный хореограф Николай Андросов поставил танцевальные выступления ансамблем «Нохчо» и «Даймох» под музыку легендарного Чайковского. После на сцену вышел классический кремлевский балет, который исполнил ПДД. Первыми зрителями спектакля стали воспитанники детских садов, которые относятся к департаменту дошкольного образования мэрии города Грозного. Дети остались в восторге. Спасибо Айшат Рамзанову. Там очень было круто, красиво, очень лучше. Мне понравилась живая музыка. Она была очень красивой. Мне понравилось. Мне еще захотелось туда пойти. Было очень хорошо и весело было. Премьера прошла во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева. Показы пройдут 27 и 29 декабря, а также 3, 5 и 7 января. Адам Магомедов, Саид Ильям Пукаев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. В Грозном зажгли главную новогоднюю елку. Церемония состоялась на центральной площади при участии сотрудников городской мэрии, местных жителей и туристов.
Ее высота составляет 42 метра. На украшение зеленой красавицы ушло более 5000 игрушек и порядка 7000 метров гирлянд. Она создает особую атмосферу предстоящих праздников. Праздничную атмосферу создают и центральные улицы, их также украсили. Шикарно, да, атмосфера, да, свободная, красивая, да. Подходят дети, сфоткаются из этого, всегда хорошо, всегда хорошо, все. Чё самок да лосакуза, оквена, чё новый год, тогда харбош, аша ор, дукуя амшиан, хинт, гоннаш, да хек да герчаду. Своим эмоциональным чтением стихов она покоряет сердца, и мало кто может сдержать слезы во время выступления известной поэтессы Анны Егоян. В Дворце торжеств имени Дагуна Амаева прошел вечер стихов с ее участием. Регион она посетила в рамках гастрольного тура. О покоренных сердцах расскажет Адам Сулейманов. Атмосфера, созданная на сцене, поражает своей глубиной. Каждая строка погружает слушателя в само сердце произведения. Люди приехали из разных регионов в поисках именно этого чувства. На сцене звучит аккомпанемент на рояле, витает легкий дым, по залу разносится звонкое эхо строк. Представление Анны Егоян проходит в 2 отделения с небольшим перерывом, чтобы гости максимально прониклись атмосферой. На сцене звучат работы как классиков и современных авторов, так и самой поэтессы. Это люди, которые нам не дают погаснуть. Это быть физически с тем, кому летит душа. Первый визит Анны в Грозный состоялся по приглашению министра культуры Чеченской Республики Айшат Кадыровой. После этого посещения стали доброй традицией. Сама Анна отмечает, что весь ее труд посвящен слушателям. В любом случае, каждый человек чувствует это по-своему. Но я думаю, что люди, которые приходят на мои вечера, они приходят за каким-то ответом на свои вопросы очень важные. После вечеров ко мне подходят, безусловно, и делятся своими эмоциями. Они находят ответы на свои важные вопросы, они исцеляются. Для них это большая поддержка, моральная, духовная. И они ищут в этом спасение, они ищут в этом прекрасное. Любовь, любовь и еще раз любовь. Они находят ее. Свои первые произведения Анна написала в 14 лет, а популярность ей принесли записи чтения стихотворений других поэтов. Так, она в 2019 году совершила тур по России и странам ближнего зарубежья, а в 2020 году поэтесса стала победителем номинации «Лучший литературный блогер Пушкинской премии». На сегодняшний день Анна Егоян имеет много фанатов не только в социальных сетях, но и в реальной жизни. Мне больше всего понравилось стихотворение, которое было про маму. Оно затронуло до глубины души, и, честно, я не смогла сдержать слез. Я в первый раз участвую на такой встрече, где участвует Анна Егоян. Я раньше о ней знала, и первое впечатление очень замечательное. Она затронула очень глубокие темы. Это отношения с семьей, с родными, близкими, с матерью, с отцом и даже с маленькими детьми. Произведение Анна исполняет в особой манере, покоряя аудиторию своим теплым голосом и эмоциональной подачей. Во время выступления завороженные зрители не могли совладать с эмоциями. В завершение вечера Анна тепло попрощалась с ними и раздала автографы всем желающим. Адам Сулейманов, Шейхи Умалатов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Молодежь СКФО получила возможность поучаствовать в межрегиональном чемпионате интеллектуальных игр, который прошел в Чеченской Республике. По формату игр «Что, где, когда» своя игра Brain Ring. Победителям и призерам вручили награды и грамоты. Мероприятие провели по инициативе Министерства Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. Такие игры проводятся в рамках популяризации интеллектуальной деятельности, популяризации чтения, чтобы наши молодые люди больше приобщались к знаниям, повысить наше, скажем так, IQ подрастающего поколения, да не только, и у нас в играх очень много играют взрослых людей, чему мы очень рады. Развитию предпринимательства в нашей республике уделяется пристальное внимание. Благодаря усилиям Рамзана Кадырова успешно функционирует ряд институтов поддержки субъектов бизнеса. Одним из таких успешных примеров является магазин меховых изделий «Северина». Как подобрать модный образ для каждого, расскажет Луиза Яхьяева. Через несколько дней наступит 2023 календарный год. Праздничная ночь в уютном доме, запах ели, теплый чай и близкие рядом. Что может быть лучше? Зима дарит нам возможность мечтать о волшебстве и чуде. Главное не упустить свой шанс. А за сказкой мы сейчас поедем в Северину.
Как часто нам приходится объехать несколько магазинов, чтобы найти ту самую вещь, о которой мечтали. Но поверьте, если вам нужна теплая, качественная куртка, пуховик или шуба, ехать нужно сразу в Северину. Здесь есть все. Именно сейчас в Северине проходит акция «Сказочные скидки», и у каждого есть возможность приобрести понравившуюся вещь по выгодной цене. А какие здесь шикарные шубы! Модные и практичные шубы-трансформеры. Я специально сейчас расскажу для тех, кто еще не знает про них. Вы покупаете одну шубу, а получаете сразу несколько изделий, всего лишь отстегнув молнию. Также в Северине сказочный выбор пуховиков, теплых пальто, курток, дубленок. Любую понравившуюся вещь можно приобрести в рассрочку, без переплаты и первоначального взноса. А еще в Северине проходит розыгрыш. Все покупатели могут поучаствовать и выиграть один из десятка ценных призов, таких как шуба, пальто или сертификаты в магазин бытовой техники и золота и другие подарки. Северина согреет своим теплом и подарит вам праздничное настроение. Магазин находится в торговом центре Гранд Деловой, улица Нурсултана Назарбаева, 106, на первом этаже. Дополнительную информацию можно получить в магазине или по телефону, а также через социальные сети. Луиза Ахяева, Магомед Басаев, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. Корреспондент телерадиокомпании «Войнах» Адам Магомедов принял участие в новогоднем ток-шоу на ЧГТРК «Грозный». Накануне журналист стал лауреатом в номинации «Лучший региональный телевизионный материал, импорт замещений и инновации угольной промышленности» на Всероссийском медиафоруме «Черное золото». В студии он ответил на вопросы ведущего о самом конкурсе и планах на будущее. Помимо него в мероприятии приняли участие представители различных сфер республики и рассказали о своих достижениях по итогу года. Участие в этих конкурсах, мы в этом заинтересованы, поскольку мы можем показывать уровень регионального СМИ, то есть именно нашего чеченского, на всероссийской арене, то есть показывать, на что мы способны. И мне кажется, что вот эта победа, это победа для всех региональных СМИ нашей республики. И, конечно же, планы у нас всегда есть. Как я уже говорил, у нас ведется отдельная работа в этом направлении. То есть мы ищем темы, у нас уже есть задания, то есть мы готовим различные сюжеты, можно сказать, тематические передачи, фильмы готовим, чтобы потом представить их на конкурсе. И у нас есть много очень талантливых ребят, которые могут, сделать отличные репортажи и, можно сказать, показать класс. Всероссийская акция «Покажи чудо» прошла в Чеченской Республике. Команда молодежки Народного фронта совместно с благотворительной организацией «Даймох» и уполномоченным по правам ребенка Хамзатом Харихматовым провели новогодний праздник для детей-бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине. Малыши рассказали Деду Морозу стихи и получили сладкие подарки. Цель мероприятия – показать поддержку и заботу о семьях тех, кто встал на защиту интересов страны. К этому часу это все события. С вами был Рамзан Абуев. Удачи!